В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Вакцина от коронавируса поступит в Якутск 11 декабря. Кого будут прививать в первую очередь? Сразу 3 награды завоевали якутяне на Всероссийском фестивале исторических фильмов «Вече». Он проходил в Великом Новгороде. 124 спортсмена из 22 регионов. Чемпионат России по масс-рестлингу завершился в Нальчике. Кто на вершине пьедестала? Занятия частично отменены для учащихся школ Мумского района. Сейчас там минус 48. Сегодня в школу не пойдут ученики начальных классов. По информации Управления образования района, в селе Чумпук и Тыл зафиксировали температуру минус 54. Занятия полностью отменили в Тюбеляхской СОЖ. Вопросы развития авиационной отрасли обсудили в правительстве Якутии в рамках визита замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрия Ядрова. В формате ВКС прошло совещание с участием федерального гостя и ИО председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова, где все курирующие министерства и ведомства отчитались о проделанной работе. На сегодня в регионе реконструируют несколько аэродромов, работы которых, по словам Дмитрия Ядрова, идут без отставания от срока. Есть проблемы по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутск, и этот вопрос на сегодня остается открытым. Да, действительно, мы на сегодняшний день вышли из тех запланированных графиков по реализации реконструкции аэродрома. И в 2021 году у нас будет определенный период времени, когда взлетно-посадочная полоса будет работать в сокращенной дистанции 1600 метров. Также обсудили работы, связанные с водоотведением, и те запланированные мероприятия со стороны Республики Саха-Якутия по водоотведению. До 15 декабря поставлена задача выработать окончательные решения, связанные с водоотведением, связанные с возможностью выполнения параллельных работ по строительству, по реконструкции взлетно-посадочной полосы и проведению работ по отведению, чтобы не столкнуться с той ситуацией, которая у нас случилась в 2019 году. Также Дмитрий Ядров встретился с главой Якутии. Они обсудили вопросы реконструкции аэропортов в рамках федерального проекта региональных аэропортов и маршрутов. По этому проекту запланирована реконструкция 15 аэродромов. Также Росавиация предлагает внести в этот список до 2030 года еще 11 объектов. Стороны также рассмотрели вопросы создания дальневосточной авиакомпании. На сегодняшний день протоколы первого заместителя правительства Андрея Рымовича Белоусова Росавиации выполняются. Ведется обсуждение продажи авиакомпании «Авроры» Сахалинской области. Также направлен на сегодняшний день проект директивы от ПАО «Аэрофлот» в адрес Росимущества. После его согласования проект директивы будет направлен в правительство Российской Федерации. Эту работу мы планируем завершить до 1 января 2021 года. Первые 200 доз вакцины от коронавируса поступят в Якутск 11 декабря. Об этом заявила вице-премьер региона Ольга Балабкина. Препарат получат медики, которые сейчас работают в красной зоне. Что касается второго этапа, прививочная кампания от ОРВИ и гриппа за прошлую неделю привили еще 21 тысячу человек. Глава республики Асан Николаев распорядился завершить ее в ближайшие дни. Между тем, Роспотребнадзор утвердил правила транспортировки первой российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Постановление об этом подписала глава ведомства Анна Попова. Так, на каждом этапе транспортировки должны быть обеспечены строгие поддержания температурного режима. Препарат должен храниться и перевозиться при температуре минус 18 градусов. Перевозить на дальние расстояния вакцину нужно в авторефрижераторах. Соблюдение температуры будут контролировать через специальные терморегистраторы. В декабре зрители вновь смогут посмотреть любимые спектакли и новогодние представления театров Якутии. Рекомендации об организации работы направлены Министерством культуры и духовного развития республики. При этом решения об открытии будут принимать руководители учреждений. Министерством проведена проверка учреждений культуры на соблюдение требований Роспотребнадзора. Там установлены бесконтактные дезинфекторы для рук, есть приборы для измерения температуры, одноразовые маски и перчатки. Билеты можно приобрести бесконтактным способом.
Современная система очистки и вентиляции. Спустя 15 лет в детском саду «Белоснежка» города Мирного открыли бассейн для малышей. Он пока единственный в алмазной столице. И заработал благодаря инициативе районной власти и компании «Алроса». Все подробности у Иваны Филипповой. Глубокий вдох и присест. Воспитанники детского сада «Белоснежка» учатся задерживать дыхание. Пока получается не у всех. Перед первым заходом в бассейн волнуются не только дети, но и работники сада. Мы все ждали открытия бассейна, не только дети, их родители и сами сотрудники детского сада, потому что это такое радостное событие для всех участников педагогического процесса. Детям чувствовать себя уверенно в воде позволяет инвентарь. Его закупили в достаточном количестве. Сейчас упражнения мы делаем в основном на дыхание и на сопротивление воды, чтобы дети поняли, как в воде обращаться. Первые занятия у нас были ознакомительные, безопасность в воде, как себя вести. Безопасное движение детей в воде обеспечивает специальное покрытие чаши. Мы делаем вот так. А еще? Еще мы делаем вот так. Знаете, мне кораблики вот такие делать. Нравится? А вообще ты умеешь плавать? Умею. А где ты научилась? В саду. Глубина чаши небольшая – 70 сантиметров. Температура воды регулируется автоматически. Само помещение бассейна оснащено современной системой приточно-вытяжной вентиляции. Водичка, которая поступает здесь у нас, она нагревается, обеззараживается, обрабатывается ультрафиолетовым облучением и поступает на бассейн. Раньше бассейн был у нас проточного типа, теперь рециркуляционного, то есть практически объемы мы не теряем. За качеством воды в бассейне будут следить еженедельно. Закуплена мини-лаборатория. Она позволит оценить качество воды на месте. В данный момент я проводила на фотолизере анализ воды. В данный момент у нас показания все совпадают. Я проверяла на хлор, содержащий остаточного хлора в воде, и также pH. Открытие бассейна прошло в конце ноября, без торжественной части. Гости оценили работу подрядчиков. Сделанным остались довольны. Для северов, конечно, это очень важно, чтобы наши дети круглый год имели возможность быть в воде, общаться с водой, уметь плавать, уметь держаться и оздоровляться в целом. Еще в прошлом году было принято решение о восстановлении плавательных бассейнов в 3 детских садах города Мирного. На их реконструкцию «Алроса» и администрация Мирнинского района выделили 30 миллионов рублей. Раньше в Мирном были бассейны в детских садах. Это вот в 54-м детском садике, 52-м, 3-м детском садике. Но почти 15 лет они не работали. После вот того несчастного случая, кто помнит, это был в Москве в аквапарке «Трансваль», значит, они были закрыты. И поэтому было принято решение восстановить бассейны. Бассейн только заработал, а педагоги уже отмечают плюсы от занятий в воде. Конечно, после занятия дети очень хорошо кушают и спят все замечательно. В планах руководства садика «Белоснежка» введение платных занятий по акваэробике. Анна Брянская, Ивана Филиппова, Кирилл Шолохов, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край». Исполнитель роли Тыгындархан Нюргын Бячаген в одноименном фильме стал лучшим актером по версии Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече», который завершился в Великом Новгороде. Также награду за лучшую операторскую работу получил Юрий Бережнев, а спецприз президента фестиваля «Вече» Никита Аржаков. В этом году фестиваль проходил в 14-й раз и был посвящен 75-летию Победы. Якутянки Виктория Шилова и Зоя Дмитриева победили в возрастных категориях «Мини» и «Тин» всероссийского конкурса красоты и таланта Little Miss World Russia. На финал в Москву были приглашены 27 девочек из разных уголков России, от Иванова до Владивостока. Традиционно конкурсантки представили визитку в национальном костюме и показали вечерний образ. На конкурсе приняли участие 7 участниц из Якутии. Девочки завоевали титулы по 6 номинациям, включая «Мисс Национальный костюм», а 6-летняя Вика Шилова исполнила песню «Якутяночка» на якутском языке. Она представит Россию на конкурсе «Мисс Мира». Я очень старалась. И мама меня учила, как ходить. Мне больше понравился конкурс пения. Я пела «Якутяночка».
Чемпионат России по масс-рестлингу завершился в Нальчике. В столицу Кабардино-Балкарии приехали представители 22 регионов. За первые места боролись 124 спортсмена. Соревнования прошли в 7 весовых категориях среди мужчин и 5 у женщин. Также масс-рестлеры поборолись и в абсолютном первенстве. О чемпионах и ярких победах в материале Айсены Бурнашовой. Зрелищная схватка в борьбе за золото в весе 65 килограммов. На помост вышла легендарная Екатерина Белолюбская, мастер спорта России по масс-рестлингу, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, обладательница Кубка мира прошлого года. На помосте ей противостояла сильнейшая спортсменка Свердловской области Анна Ваганова. Долгое время счет составлял 1-1. Казалось, спортсменки застыли в статике, но в последний момент Екатерина решается на резкую работу корпусом и вырывает палку из рук Анны. Счет составил 2-1. Удача на стороне якутянки. Победу одерживает легендарная Екатерина Белолюбская! Женский зачет также отличился и реваншами. Мегинская спортсменка Алина Турчина, накануне уступившая первое место представительнице Чувашии, смогла реабилитироваться уже в абсолютной категории. На помост она вышла с той же соперницей, однако в этот раз взяла верх. Хорошая девочка, сильная соперница. Много адреналина получаешь, и за этим ощущением ты идешь дальше, больше, ищешь снова и снова. Всего же в абсолютной категории участвовали 16 женщин и 11 мужчин. Помост вывел на пьедестал почета сильнейших масс-рестлеров России, настоящих чемпионов. По итогам соревнований в копилке сборной Якутии 6 золотых, 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. А вот 2 первых места абсолютной категории улетели в Калужскую область. Учитывая, что у нас соревнования шли прям с самого утра до почти 8 вечера, было очень сложно. Сил уже не было под конец, но из последних сил все-таки я рада, что я смогла добиться победы. Я был действительно в хорошей форме, несмотря на небольшой вес для своей 125 категории. Больше мотивацию заниматься дальше и пытаться отстоять этот титул в следующем году. У нас Абдузаирова Махюну является уже второй раз обладательницей данного титула. И Галкин Иван тоже второй раз завоевал этот титул. Поэтому это вполне логичная победа. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. На этом у меня пока все. Берегите себя, носите маски и перчатки, соблюдайте социальную дистанцию. До встречи.